Да, еще напомню, когда вы будете читать про свадьбу Фигара, то не забудьте прочитать еще одну главу в том же учебнике, где говорится об истории, о развитии оперы и где говорится о рождении и особенностях оперы Буфф. Так вот, опера Буфф. Точно так же обстояло дело с симфоническим творчеством. Он писал великолепные симфонии. Как симфонист является классом выше Гайдна, хотя здесь можно поспорить, помните, Гайдн очень много взял. Но рядом с Гайдном, написавшим не менее 104 симфоний, Моцарт написал всего лишь 41. Здесь есть причины свои, он бы написал и больше. Но дело вот в чем. Я говорил о том, что он был не самый любимый модный композитор Вены, Австрии. Он не Сальери. Так вот, представьте себе, что 3 его последние симфонии, а потому больше-то и не было, они стали последними. Симфония 39-я, 40-я, 41-я провалились. Что значит провалились? Тогда было обычай такой, сегодня похожий обычай. Приезжает в Якутск гастролер, вернее, должен приехать. Мы видим афишу. Вот будет выступать Иванов, Петров, Сидоров. Не важно что. И якутские продюсеры открывают продажу билетов. И оказалось, купили всего 20 билетов. Зал пустой был. Концерт отменяется, потому что нет желающих достаточного количества. И артист не приезжает. Так был не раз и будет не раз. Все правильно. Теперь представьте, 1787 год. Моцарт объявляет об отписке на его концерты, где будут исполняться симфонии 39-я, 40-я, 41-я. И что? А записало человек 5-10. Столько нашло желающих послушать моцартовские симфонии в городе Вена. И, естественно, концерт не состоялся. А поскольку не состоялся, то представьте, даже вы очень любите свою музыку. Вы не можете позволить просто заказать оркестр, чтобы он для вас сыграл вашу симфонию. Это безумно дорогое удовольствие. Нужна публика, которая окупит расходы. Хотя бы, пусть не принесет прибыль. Вот почему свои величайшие симфонии, 3 последних, 39-ю, 40-ю, 41-ю, Моцарт и не слышал. Они не были исполнены. Публике это было не нужно. Это к тому, что он был самым популярным. И Сальери ему заветил. Нет, это ему впору заветил Антонио Сальери. Итак, Моцарт симфонист. Но Моцарт величайший симфонист 18 века. Почему я подчеркиваю 18 века? Да потому что Бетховен, самый великий симфонист всех времен народов, писал симфонии в 19 веке, когда Моцарт уже давно не был в живых. А в 18 веке Моцарт номер 1 в этом жанре, хотя не он первый. Теперь, да, он гений, но не надо думать, что гений рождается как черт из коробочки появляется ниоткуда, сразу весь готовый. Он испытал сильное влияние симфонической музыки тоже. И влияние Леопольда Моцарта, его отца, известного тогда популярного композитора, и Михаэля Гайдна, другого Гайдна, и, разумеется, Йосифа Гайдна, Йозефа Франца Гайдна. И не только, а еще знаменитых музыкантов, композиторов и капельмейстеров с города Мангейм, Карела, Стамица, Канабиха, Рихтера, так называемых мангеймских симфонистов. Огромное влияние. И поэтому, когда слушаешь Моцарта, восхищаешься музыкой, но начинаешь слушать Моцарта молодого, написавшего 1-ю симфонию, 2-ю, 3-ю, понимаешь, что мальчик еще, только пробует. Оно любопытно, с чего начинал, но, в общем-то, серьезной музыки там нет. То есть вначале было очень много подражательства. И ранние симфонии Моцарта не более интересны, чем ранние симфонии Гайдна. Так, поэтому даже этот гений нашел самобытность, мастерство в этом жанре довольно поздно, только в 70-е годы. Ну, когда парню уже было 19, 20, лишь тогда, не раньше, хотя он был вундеркинд. Что он писал, кроме симфоний, которых у него, повторюсь, 41? Он писал блестящие концерты, концерты для фортепиано. Кстати, чего он их писал? Ну, во-первых, он сам был блестящим исполнителем для себя, но у него были ученики многочисленные. И он писал для них тоже, чтобы ученики могли выступить. Поэтому многие концерты легкие, они рассчитаны на учеников. Ученики-то были постарше, чем вы, это были взрослые люди, как правило, у него. Потому что это было модно заниматься самого господина Моцарта. Был престижным, как потом у Шопена в 19 веке. Так вот, и поэтому есть концерт даже для 3 фортепиано, чтобы 2 его ученицы и он сыграли вместе. Так, итак, концерты. Это тоже симфоническая музыка. Запомните, фортепианный концерт это не фортепианная музыка, это музыка симфоническая. Не перепутайте. Не крадите у симфонистов, она не ваша.
Так, что еще? В ту эпоху были модны жанры развлекательной музыки. Они назывались словами серенада, дивертисмент, кассация. Так вот, он написал кучу серенад, дивертисмента и кассации. Но маленькая, первое, эта музыка не симфоническая. Почему? Она написана не для симфонического, а для струнного оркестра. Раз. И второе, не надо слушать музыку с придыханием, застыв. Потому что это развлекательная музыка, это поп-музыка. И вообще относиться к музыке проще. Не надо думать, что если все, что из старины, то это всегда высокая, великая. Это великая, это талантливая музыка, это классика. Но она не всегда серьезная. И вообще не надо думать, что классическая музыка всегда серьезная. Она всякая. И половину того, что мы называем классикой, писали для развлечения, для удовольствия. Кстати, слово дивертисмент означает удовольствие, все-навсего. Кто такую музыку писал блестящую? Среди его серенад, напомню, такой шедевр, как «Eine kleine Nachtmusik». Маленькая ночная серенада. У него их 4, просто самое известное. Так вот, это как прогулок вечером в террасе, на террасе и по саду гостей. Что людям приятно гулять, беседовать, болтать, потягивать вино из бокала. Вот для чего эта музыка. Итак, напоминаю, что самобытность и мастерства симфонист Моцарт достигает лишь во второй половине 70-х годов. Тогда появляется, например, такая мощная 27-я симфония. А если послушать симфонию молодого Моцарта, так любопытно, приятная музычка, но ничего серьезного, ничего глубокого. Это не только Моцарт защищает. Кстати, он испытал влияние в детстве, как был маленьким мальчиком, еще даже Иоганна Христиана Баха. И первую симфонию написал после знакомства с Иоганном Христианом Бахом в Лондоне, лондонским Бахом. Так что там сильно влияет. Он вообще мудрый, напомню, уже в 10-11 лет первой симфонии оперы. Другое дело, что их не исполняют, потому что, в общем-то, большого искусства там нет. Но настоящего рассвета и полной творческой зрелости в жанре симфонии Вольфганг Моцарт достигает уже, когда живет и работает в славном городе Вена. С 1781 года, последние 10 лет его жизни. Вот там появляются его шедевры. Симфония Хафнер, на F. Линская. Линская, это название города Линц, потому что крупный город в Австрии. Симфония Пражская, потому что заказана была в городе Прага. Но если нас интересуют номера, объясняю. 35, 36, 38. Они имеют неравенство. А самые великие симфонии три последних. 39-я, которую иногда называют романтической. 40-я, не имеющая названия. И 41-я. Моцарт тоже не дал ей название, но публика назвала Юпитер. Помните, Юпитер — это у римлян верховный бог, подобный Зевсу у греков. Воплощение величия, силы, достоинства, мужества, мощи. Так вот, вот это и услышали в симфонии номер 41 Цедор. Да, это великие симфонии. И Моцарт пытал сильное влияние симфонии Гайдна, чего не скрывал, преклонялся при Гайдне. Но и Гайдн испытал сильнейшее влияние поздней симфонии Моцарта. И это отразится в лондонской симфонии Гайдна. Поэтому парадокс. Гайдн старше, Гайдн раньше стал известным, знаменитым, он испытал влияние своего молодого коллеги Моцарта. Вот почему Гайдн изучил лондонские симфонии, написаны в 90-е годы, после того, как он уже знал другие симфонии Моцарта. Когда слушаешь потом симфонию молодого Бетховена, понимаешь, что, конечно, он очень много дает от позднего Моцарта в симфонической музыке. Из концертов, кстати, концерт у него больше, чем симфонии. У него около 30 концертов. Великолепный 21-й, 27-й концерт на фортепиано. И дело в том, что у Моцарта в концертах, в 21-м, например, в симфонии 39, много романтического. Почему назвали симфонию романтической? Романтическое ощущение, задумчивость, мечтательность, уход в иные миры, фантазию. Вот что есть. Вы будете изучать по учебному плану две его симфонии. Номер 40 и номер 41. Два его шедевра, которых, повторяю, не слышал. Моцарт пошел дальше Гайдна. И вот в чем. Во время Гайдна симфонии, создаваемые музыкантами, были симфониями жанровыми-бытовыми. А теперь, господа, запомните важные вещи.
Симфония жанр верно, опера жанр тоже верно, соната жанр. Но есть разные симфонии, разные оперы, разные сонаты. Что значит разные? Разных видов. И это вы должны знать как будущий профессионал. Симфонии бывают, записывайте, запоминайте. Так, симфонии бывают жанрово-бытовые. Это жанр симфонии бытовые. Жанрово-бытовые. Лирико-драматические. Героико-драматические. Лирико-эпические. Лирико-жанровые. Я вам назвал самые основные виды симфонии. Но первые симфонии, что появились, и что писали в ту эпоху, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, самые разные композиторы во всем мире, были симфонии жанрово-бытовые. Как понимать это определенно? А все просто. Это означает, что в этих симфониях либо только образы бытовые, то есть повседневной жизни, либо они господствуют, главенствуют, преобладают. Что-то может быть еще вдобавок, в дополнение, но главный образ повседневной жизни. Так вот, симфония Гайдна, это симфонии есть жанровые бытовые. Гайдн показывал жизнь вокруг человека. Это ему интересовало. Моцарт писал такие симфонии. Если послушать симфонии, упомянутые мною, и Хафнер, и Линскую, и Пражскую, и 39-ю, там все это есть. Но в 40-й симфонии Моцарт совершает художественное открытие. Он создает новый вид симфонии. Лирико-драматический. Что, конечно, нужно понимать так. В этой симфонии главные образы, ведущие образы лирические и драматические. Вот это не было ни у кого до Моцарта. Это его открытие. С этого момента появляется новый жанр симфонии драматической. Поэтому, господа, ближайшие остальные 3,5 года и 1 месяц еще. Всегда, когда речь пойдет о симфонической музыке, я буду спрашивать, а какого жанра это произведение? Что бывают разные симфонии, концерты, симфонические картины, фантазии, рапсодии, баллады, эскизы, вот, и прочие сюиты. Вы должны это помнить. Я вам назвал основные виды. Так вот, симфония номер 40 есть первый образец лирико-драматического симфонизма. Подчеркиваю, это означает, что данные образы, лирические и драматические, занимают ведущее место, господствующее место. Но при этом могут быть и есть другие образы, разумеется. Точно так же не надо думать, что если в какой-то симфонии появятся драматические образы ненадолго, например, у Гайдна есть такое прощение симфонии, то она сразу становится драматической. Нет. Драматические образы могут быть в произведении, лирические образы могут быть в произведении, но лирико-драматическая симфония, концерт называется тогда, когда эти образы занимают ведущее место и заявляют о себе, показывают себя в каждой части симфонии. Вот тогда она лирико-драматическая. Вот так было у Моцарта в симфонии Бассона. И любопытный это анализ. Соль минор. Ну что любопытно? Соль минор, так соль минор поближе. Любопытно другое. Дело в том, что господа классики венские, они практически все свои произведения писали в мажорных тональностях. И это отражало взгляд на мир. Мир прекрасен, замечательный, хороший. Вот почему для его показа воплощению нужен мажорный лад. Какая-то печаль. Печаль осталась в прошлом, у композиторов эпохи барокко, которые оскорбили о несовершенстве мира, о трагизме бытия. Поэтому вообще-то минорных тональностей у классицистов очень мало. Вообще, в целом. И вот Моцарт в этом смысле выделяется. Потому что, скажем, великие и сонаты у него, это сонаты минорных тональностей. И до минор, к примеру, и ля минор. Великие его фантазии фортепианные, до минор, ре минор, которые трогают нас, потрясают. Так вот, теперь. Конечно, он использует, как Гагарина, такой же классический цикл, 4 части, с таким же чередованием темпов, я все это рассказывал по поводу симфонии Гайдна, с таким же чередованием характеров, с такими же жанрами. То есть 3-я часть обязательно минуэт, святое дело, как же без минуэта, дальше песня позволенная. Так, но вот остальное у него все по-другому. Что? Вспомните, я вам говорю, у Гайдна вначале обязательно медленное вступление к симфонии. У Моцарта этого нет. Он сделает это пару раз в Пражской симфонии, но ему это не свойственно. Ему хоть сразу же ввести нас в гущу событий, в действие, в борьбу, в столкновение.
Поэтому никакого медленного вступления. Это уже необычно, это не похоже на симфонию Гайдна. Второе. Минуэт у нее есть, напоминаю, минуэт – это наследие сюиты, которое осталось в симфонии. И минуэт всегда была музыка развлекательная, для того он и есть, это же танец. Моцарт здесь делает минуэт, оставляет минуэт, но минуэт совершенно не танцевальный, под него не попляшешь. Не только не минуэт, но любой другой танец, он не танцевальный. Третье. Лирические и драматические образы в этой симфонии, вот это было, повторяю, самое главное него, возникает в каждой части. Не только в первой, или не только в последней, как у Гайдна, в каждой части. Он, по сравнению с Гайдном, усиливает контрасты между частями. Раз. Он, по сравнению с Гайдном, создает мощные контрасты внутри части. Так даже Мансах. Так, внутри части про симфонию. Вот она оригинальная. Более того, у Гайдна часто было так, что контраста вообще нет между главной и побочной партией. Потому что Гайдн показывает мир без конфликта. В мире все замечательно. Что с чем может сталкиваться? Для Гайдна это было невозможно. Моцарт видит жизнь иначе, он видит жизнь драматичной. У него было много столкновений с жизнью, много потерь, утрат иллюзий, разочарований, ударов судьбы. Поэтому Моцарт и показывает жизнь драматичной, полной конфликтов. А чтобы показать конфликты в музыке, нужны контрасты. Поэтому у Моцарта очень сильные контрасты внутри частей. И даже внутри сонатой формы, между главной и побочной партией. Между главной и связующей, между побочной и заключительной. И еще, Моцарт очень щедрый композитор. У Гайдна часто есть сонатные формы, где вообще одна тема. Она работает главной, потом она на те же деньги работает побочной партией. У Моцарта никогда не будет одних тех же тем. У него будет 3, 4, 5, 6 тем в экспозиции. Он щедрый музыкант, он не жалеет гениальных своих тем. Поэтому у него может в главной партии 2 темы, еще будет связующая одна, еще в побочной тема или 2, еще в заключительной партии может быть тема. У него много всего. Поэтому сильные контрасты внутри сонатной формы. Это тоже моцартское изобретение. Но это еще не все. Моцарт даже вводит контраст в партию. То есть в самой партии сама тема неоднородна. Она делится на куски, которые друг другу противоречат контрастно. Одна фраза такого характера, другая фраза иного противоположного характера. Потом это разобьет до гениальности Бетховена, возря в той Моцарта. Давайте туда место. Так, формы здесь классические, первая часть в сонатной форме, минуэт как положено, третья часть, в сложной, трехчастной форме с трио. А вот остальные части нетрадиционные. Почему? По форме. Моцарт обожал сонатную форму. Он готов был ставить куда угодно. Вот есть люди, которые любят, например, варенье или майонез. И готовы это варенье или майонез с чем угодно. Вот так и Моцарт обожал сонатную форму и всюду готов был оставить. Поэтому у него вторая часть сонатной формы. И последняя часть тоже в сонатной форме. Он бы, наверное, минуэт написал, но минуэт никак не втискивается в сонатную форму. Почему? Да? Так бы, наверное, точно написал. Почему это так важно, что людей форму? Ну, молодец, написал. А потому что сонатная форма, господа, это форма конфликта, которая позволяет лучше, чем любая другая, показать конфликт, столкновение, борьбу. А здесь образ ведущий романтический. А это еще не все. Моцарт здесь совершил и другие художественные открытия. Моцарт соединяет части, сближает друг с другом интонациями, сходными интонациями. И мы, слушая очередную тему, новая часть понимаем, так, нечто похожее было там раньше, такая же интонация была там и здесь. Вот так вот. Кроме того, не объединяется сходством образов, драматических образов. Моцарт – гениальный оперный композитор. И Моцарт – язык, музыкальный язык, мелодический, фактурный, ритмический, гармонический, оркестровый, который нашел в опере, переносит в свои симфонии. А поскольку, слушая оперы, мы уже связываем те или иные обороты музыкальные с героями, с их обликом, поведением, с их характерами, то, когда мы слушаем симфонию Моцарта, нам очень легко себе представить некий спектакль с какими-то героями, наглядно, зримо, потому что, повторяю, переносим перейдем из оперного театра, выражение
говорит о настроенном идеологию музыкальную. Вот почему музыка очень театральная. Еще не что видишь героев, их пластику, мимику, движения. Так, сейчас я достану. Есть. Беда в том, что, с одной стороны, это идеальный том, когда хотите поиграть, помузицировать вдвоем. Но вот следить, слушая музыку, играть материал одному неудобно по этой причине. Дело в том, что в 19 веке музыканты и любители музыки знакомы с музыкой не так, как мы. Тогда не было аппарата. Они открывали нос, садились рядышком и играли симфонии, оперы все. Вот тогда и вошло в моду делать четырехручные переложения. А были еще восьмиручные. Да, фортепиано. Это был единственный способ познакомиться с великой музыкой. Вот сейчас он тоже буду изображать оркестр из себя. Так. Вот, кстати, это том избранных симфоний. Вот все, что там назвал, все здесь и есть. Но говоря иначе. 35, 36, 38, 39, 40, 41, 6 секунд. Это его шедевр. Кстати, название. Линц, понятно, город заказали. Пражская, понятно. А заказал город Прага. Кстати, Пражская очень мощная симфония. Там драматичное вступление. Дон Жуан готовится. А вот Хартер появился неожиданно. Дело вот в чем. Когда-то написал по заказу одного предпринимателя, торговца мясным товаром, сюиту, серенаду на свадьбу его дочери. А этого торговца звали Верхафнер. Ну, заказ он сделал, успешно исполнил, получил свои денежки, а музыка получилась очень хорошая. Ему было обидно делать одноразово, потому что серенада развлечения. И он превратил в симфонию. А симфония оставила прежнее название по имени заказчика Хафнер. Поэтому Хафнер – это имя владельца мясной лавки. Вот так. Так что, господа, иногда очень важно вовремя сделать заказ. Вы можете войти в историю. Если, конечно, повезет тем, кто исполняет заказ. Оказывается, Моцарт у вас под руками. Итак, 3 последние симфонии, повторяю, 39-я, 40-я, 41-я, написаны в 1787 году. Большую симфонию не будет писать, потому что, как вы слышали, не было спроса на симфонию господина Моцарта. Никто не предлагал послушать. Обидно. А представьте, каково себе. Ну что поделаешь, действительно зло не слышишь. Итак, повторю, что он их не слышал. 40-я предпоследняя. И вот здесь развернулся его определение. Не будь 40-й симфонии Моцарта, не появились бы великие симфонии Бетховена, вроде 3-й, особенно 5-й, особенно 9-й симфонии, где драматически возявляются ведущими. Так что большое спасибо отдельно господину Моцарту за эти произведения. А теперь. Итак, никакого монументального, торжественного вступления, как это делал Гайдн, нет. Сразу же. Короткое вступление есть, 2 тактика. Для чего? А чтобы настроить нас на ритм, тональность, чтобы мы почувствовали. Мы взволнованы, мы должны быть взволнованы, потому что сейчас что-то будет. Это такая пульсация. Все. А дальше начинается эта самая гениальная, знаменитая тема. Так вот, помните на связи его музыки симфонической с оперной. Дело в том, что подобные интонации, возбужденная порывистая речи героя, который находится в опасности, в отчаянии, нуждается в помощи, уже были широко исполнены в операх Моцарта. Примерно так, таким языком говорит Барбарина, когда жалуется после Мейдена, то, что потеряла колечко в опере «Свадьба Фигаро». Вот, или примерно таким языком выражается Керубина, когда он, видите, пылает любовью и готов любой женщине в любви признаться. Неважно, Сюзанна, графиня, он всех любит. Вот эти интонации, эти ритмы из его опер. Поэтому не сразу прочитывается. Так вот, подобных тем ни у кого симфонии нет. Совершенно новаторская, необычная тема. И звучит эта музыка взволнованная, порывистая, задыхающаяся. И дальше, как будто грозный удар судьбы. Сейчас немножко попробую изобразить. Это прерывает изложение этой темы. Итак, это главная тема. Соль. Побочная партия, параллельный мажор, си бемоль мажор. Совершенно другая музыка. Нежная, изящная, утонченная,
Значит, вспомнить ту же графиню из свадьбы Фигаро, к примеру. Так, вот она. Господи, простите. Моцарт обожал хроматизм и придавал им изысканность. А иногда хроматизм в его симфониях вообще музыка выражает острую печаль. Так, итак, вот основные темы. Но это еще не все. И когда мы уже расслаблялись после такой побочной партии лирической, первое, подчеркиваю важные вещи. Первая тема, главная тема, лирическая. И вторая лирическая, все верно, где драматизм. А теперь слушайте. Во-первых, жанр симфонии, так называется лирико-драматический, антидраматико-лирический. Во-вторых, новым является не только то, что обе темы, обе парты лирические, а то, что одна, вспомнить, первая порывистая, возбужденная, а вторая спокойная, сдержанная, светлая. Он, Моцарт, вызывает даже контраст лирических тем. Это необычно, это смело. Гайдн это не делал. Но драматическая появится где? А в самом конце, заключительные партии, под занавес экспозиции. Вот там, сейчас попробую изобразить. Так, и еще. Гений Моцарта лучше. Понимаете? Можно сделать так в симфонии. Взять и ввести драматическую тему. Так Бетховен поступил. О, что-то ужасное. Произошло, не произойдет. Нас ждет борьба, столкновение. Мучение героя. Моцарт предпочитал поступать иначе. Моцарт предпочитал вводить тему лирические, а потом постепенно преображать эти лирические темы в темы драматические. И это действует сильнее. Так вот, поэтому, когда пройдет экспозиция, начинается разработка, нужно замечать, что это лирические темы, которые у нас стали делаться растроганными, грустными, печальными или, напротив, мечтательными, нежными. Эти же темы нас потрясают, хватают нас, призывают к действию, они идут драматическими. Моцарт научился драматизировать лирические темы. Она сделала первым гениально. И как он показывает? Напоминаю, тональность в симфонии соль минор. Там, естественно, первая часть соль минор. Тональность главной партии соль минор. Ну и что? А вот что. Представьте, вы сидите, и вдруг вы почувствовали, что вы на 15 сантиметров опустились вниз. Что вы думаете, что с вами произошло? Вы ничего не думаете? Да вы оцепенеете от ужаса, от страха. Первое, что вы решите, что землетрясение, мы проваливаемся. Вы застынете, вцепитесь, потому что страшно будет любому из нас. Так вот, Моцарт нашел гениальное средство. Прозвучали эти темы в экспозиции. И вдруг то же самое, резкий сдвиг. Все внизу, как будто все упало, рухнуло. Он переносит другую тональность. Тональность ниже. Новаторский прием, его назовут с тех пор тональным сдвигом. Так будет поступать Бетховен и все великие симфонисты. Даже этого перехода достаточно, как будто все под вами дрогнуло и начало падать, рушиться. Поэтому, когда начинается разработка, происходит этот сдвиг. Итак, была тема в соль миноре, стала в фа диез миноре. И далее. И вот в разработке вот эти темы драматизируют. И постепенно мускул, который начиналась как лирика, превращает в настоящую драму. Сейчас мы сделаем вот что. Это мой собственный план. Я пока положу сюда, включу первую симфонию, скажу и расставлю. Итак, первая часть симфонии. Да, господа, запоминайте, я набрал материал для вас, запоминайте, где какая партия. Потому что потом вы должны мне показать это знание, узнавать и главную тему, и побочную, заключительную, а не только главную. Великие вещи нужно знать с любого раздела, с любой части, с любой темы. Это профессиональное дело, иначе вы не дилетанты.
Кульминация новой разработки. А нет, конец разработки, начало репризы. Мы остановимся здесь, мы имеем возможность слушать целиком по уроки, большой. Я принес клавири партитуры первый раз. Советую слушать партитуру. Вообще, профессионалы слушают партитуру за пределами строго. Это сложнее, разумеется, но зато видишь больше, получаешь, кстати, больше удовольствия. Просто к этому надо привыкнуть. Сейчас я не стал его открывать, потому что часть не закончилась. Теперь мы пишем вторую часть. Поэтому те, у кого партитура, откройте страницу 29, 22 часть. Теперь привыкайте следить за партитурой следующим образом. Вот, скажем, одна страница. Вот, скажем, одна страница. Смотрим сверху вниз. Но иногда у оркестра, да, у Моцарта очень маленький оркестр, как у Гайдна, парный состав, двойной состав. Поэтому вообще-то нормальная партитура занимает целиком страницу, а не так сверху вниз. Здесь у Моцарта, будьте внимательны, настолько мало инструментов в оркестре, что хватает для одного такта вот столько. Поэтому, когда будем следить, вот дошли до этого места, то видите, разделительные двойные черта. Теперь смотрим вот сюда. Так, это первое. Второе. Я сказал сверху вниз, вообще-то это неправильно. Когда мы смотрим на партитуру, надо смотреть снизу вверх. Почему? Все просто. В партитуре струнные инструменты в самом низу располагаются их партии. Струнные инструменты, струнная группа, струнный квинтет, как говорят музыканты, это основа, фундамент симфонического оркестра. Чаще всего они, по крайней мере в ту эпоху, излагают тематический материал. Поэтому смотрим на струнный квинтет. Здесь вверху вначале медные духовые, здесь деревянные. Ну и одна, может быть, строчечка для ударных. Хотя у Моцарта ударных я не помню нигде. Он без них спокойно находится. Это Гайдн любит гитары и Бетховен, а Моцарт это не любит. Поэтому вот струнные, деревянные духовые минимум, кстати. И, простите, медные духовые, деревянные духовые. И еще, да, прежде всего следите за струнными инструментами. Но кроме того, иногда другие темы играют и деревянные инструменты, и медные. Тогда вы просто слышите, вот сейчас говорит какой-то инструмент, смотрите на верхние строчки. Вот это говорит там флейта или гобойный подобный. Смотрим сюда, кто приходит опять сюда. Итак, вторая часть. Да, естественно, медленная часть. А вот здесь начинается отличие от Гайдна, опять же, сильнее. У Гайдна очень часто вторая часть, сейчас откроем, это часть, в которой показана красота окружающего мира, природа, размышления человека над совершенством мироздания, созданного Богом. У Моцарта это прежде всего чувство, лирика. Опять лирика. Только, конечно, другая, чем была там. Первая часть. Спокойная, сдержанная. Раз. Второе. Во второй части Моцарта, это было тоже не только лирические образы, но образы драматические. Раз. Во второй части Моцарта, это тоже необычно, колоссальные контрасты. Причем контрасты, которых ты не ждешь. И это сильнее действует. Так, написана эта часть в сонатной форме. Это нетрадиционно, это особая любовь и пристрастие Моцарта. И, разумеется, в сонатной форме своя главная тема, побочная тема. Самое любопытное, что обе темы лирические, спокойные, светлые, сдержанные. Мы думаем, Господи, где же эти контрасты? Где же эти страсти? Где же драматические образы, обещанные нам симфонии? Все будет, господа. Моцарт здесь поступает необычно. И это действие с ним. Повторим, представьте, вы пошли на день рождения к подруге или другу. Нарядно оделись, настроились. Если вы заранее знали, что вас там ждет, вы были бы другими, когда шли туда. А вы шли на развлечение, на праздник, на удовольствие. А вернулись как герой Брюса Уиллиса.
весь побитый, оборван с кровоподтеком. Еле живой, но слава богу выжил, не умер. Вот примерно происходит во второй части. В экспозиции все беспечно, все замечательно, все тихо. Мир прекрасен, жить прекрасно, так хорошо созерцать ее, наслаждаться ею. И вдруг бах, в серединке гром и буря. Возникает драматическая тема, страсти кипят, мы понимаем, мир-то рушится, все ломается, все меняется. Вот такой сюрприз от Моцарта в этой части. Поэтому эта часть колоссальных размеров. Таких частей в симфониях раньше не писали, не гаяли. Не приходит до 30 секунд. Одна часть длится 12 минут. Когда-то симфонии все 12 минут. Потому что, во-первых, нужно много времени, чтобы неторопливо, спокойно выразить эти чувства, наслаждение жизнью, а потом эти страсти. Она еще больше, чем первая часть, вторая часть. Вот послушайте. Сейчас нахожу. Смотри, ничто не предвещает в будущем бури, грозы. Шестидольный метод, размер движения. Необычность его вот чем. Она изложена полифонической имитацией. Дальше, что поэтому. Все нежно, размеренно, величаво, торжественно, не суетно. И дальше возникает еще один мотив, знаете, чувствительные вздохи. Типа вздохов лирических героев Моцарта. А вот дальше шутка от Моцарта. Представьте, картинку жизни 17 века, дама одета в платье той эпохи, широкая вверху, внизу, простите, здесь открытый вывес, кружева, все такое, она торжественно и галантно, значит, кланяется, делает киксом, и тут и там опрыгает на одной ножке и подбили там глазом. Ваша реакция. Тут тоже сделает Моцарт здесь. Вот после этой музыки утонченной, послушайте. Тут подмигивание. Вот эти прыжки на одной ножке подмигивание, нежные, возникает контраст. Величаво, торжественно, достойно, серьезно, такого шутливого, легкомысленного. Вот такая главная партия, неожиданная. Запомните вот эти. Потому что из них, из такого пустякового материала Моцарт и вырастет драму в середине этой симфонии. Побочная партия такая же. То есть гениальный мастер контрастов Моцарт здесь в экспозиции никакого контраста не дает. Побочная партия та же по характеру. Вот слушайте. Тоже сдержанная, изысканная лирика. Почему? Да потому что он предлагает. Контраст не здесь будет в экспозиции между контрастов в этой части будет между экспозицией и серединой. А вот, господа, и середина. И вот когда мы уже настроились на созерцание приятной жизни, вот Моцарт и обрушили на нас. А теперь оцените разработку. Драматизм, в которой сделан не из этих тем, а вот из этих ужимок и прыжков. Итак, начинается разработка. Вот такой неожиданный. Ну а теперь, господа, слушаем вторую часть гениальной симфонии. Готовы? Все открыли? То же самое.
Это связующий. Тот же характер. По обычаю тех лет, во времена Гайда, Моцарта, могло быть воля в экспозиции. То есть экспозиция в советской форме целиком повторялась. Дошла до конца экспозиции музыка. Я без начала. Для чего? Для нас с вами, чтобы хорошо усвоили. Поэтому, господа, сейчас будет повторение экспозиции, и я сразу перейду на начало разработки. Поэтому, чтобы вы не потеряли, я заранее покажу. Потом идет на разработку. Боже мой, что вы смотрите? Да. Побочная партия с первой части. Я поверил Ларисе Ивановне, она во мне закончила мою партитуру и написала, что она... Все понятно. Она дала мне всех партитур. Да, девушка. Так, ладно. Мне отходит без добра, я остановлюсь сейчас. Итак, первый совет. Проверяйте, что он дает. Я сейчас попросил 4 экземпляра клавира и партитуру. Лариса Ивановна вручила мне. Уверен, что все это нужно мне. Симфония, я их раздал вам. Вот здесь 4 раза симфонии, 4 раза партитура. Второе. Не глотайте никогда то, что вам дают. Не подписывайте непрочитанные документы. Иначе это смешное положение. Хорошо, это только смешно. Вот сейчас 3 из вас глядели и видя, что не спадает в мозг из текста, молчали. И думали, ну вот я чего не понимаю. Чтобы была симфония ромажор у кого-то до мажора, у кого-то ми бемоль мажор. И только у кого-то, по-моему, у вас была соль минорная. И все молчали, господа, нельзя так. Говорить нужно, у меня другой текст, что вам следить за ним нужно. Хорошо, сейчас подошел показать нашей разработки, чтобы сразу первым не выяснил. Но теперь я буду проверять Ларису Ивановну и ее коллег, то ли мне дают. Итак, партитура только одна, это симфония. Остальные симфонии не являются роковой основным экземпляром партитур. Мы сейчас начнем с того же места, вернее, сейчас перейдем к разработке. Некоторые не успели показать разработку, некоторые не успели. Поэтому, итак, вот, это начало разработки. Так, держи. Ну что, ручки нашли? А у вас все правильно. Так. Так, она самая. Так вот здесь сюрприз от господина Моцарта. То, что было раем земным, идиллия оказалась кошмаром. А кто сейчас найдет местечко? Я не успел поделить на честно, потом поделю для вас. Сходите разработку. Так, это точно.
конец экспозиции. Сейчас начнется то место, которое заранее проверил. Вот начало разработки. Предвосхищение ударов судьбы Бетховена. Или блин. Так, здесь этот кусочек драмы был небольшим, но весьма ощутимым. И вот такой же спокойной музыкой, повторением экспозиции, то есть репризой, она входит в большой цветочность. Все опять в мире замечательно, но мы того не забудем, что было в середине второй части. Начинается минут. Минут, которые были десятки в симфониях венских, мангейских симфонистов. И Гайдна, кстати, о влиянии на Моцарта симфонических композиторов. Да, кроме Гайдна, Йосифа, Михаэля Гайдна, Леопольда Моцарта, были другие музыканты, повлиявшие на творчество. Это так называемые ранние венские симфонисты. Ну все, канальный зазнос не был. Например, канальных. Вспомнил. Так вот, один из самых самобытных, ярких, ранних венских симфонистов – это композитор Вагензейн. И когда, кстати, Моцарт был маленький, по-моему, жива лет, так знаете, на 7. И он выступал в Вене, в императорском дворце. Мальчик был невероятно смышленый, как музыкант опытный. Вот. И вот он, видя, что это публика светская, он высоко ценил свой талант и мастерство. Он хотел, чтобы его оценили по-настоящему. Он говорил, и пусть рядышком со мной сядет господин Вагензель, он больше всех воспринимает в музыке. Но он был ребенок, он сходил с рук, такая простота выражения. Что он, это был мастер, он знал, что он поймет его гениальные находки. Так вот, влияние и Вагензеля. Но все это в раннем возрасте. Потому что, повторю, в 80-е годы он добивается полной самобытности, и здесь уже это только Моцарт. Так вот, финал, простите, минует. Сотни минут были в симфониях. В симфониях, в концертах. И вот здесь производит, по сути, музыкальный перевод Моцарта. Он оставляет черты минуты, его ритмику, метрику, но это не танцевальная музыка. Даже захочешь, не потанцуешь, во-первых. Потому что он сбивает метр. Вспомните, на чем основана любая танцевальная песня. На жестком метре. Сильная доля слабая. И равномерно чередование. Нет, этого не потанцуешь. Так вот, он постоянно сбивает метр. Формально вот, 3 доли, раз, два, три. И первая нога всегда сильная. А у нее первая часть бывает не сильная, а сильная, вторая или третья. Поэтому уже не танцевальная музыка. Но дело не только в метре. Вспомните, танцевальная музыка, которую вы используете, любой из нас. Это музыка развлекательная, приятная, не окружающая нашу душу, не заставляющая думать. Так вот, в этом минуте эта музыка заставляет нас думать, сопереживать, страдать, волноваться. Это музыка для слушания, она не развлекательная. Она буквально, в смысле слова, но очень серьезна. А самое главное, она драматичная. Что делает Моцарт здесь? Вспомнить вторая часть. Начало и конец. Светло, беспечно, безмятежно, ласково. Мир прекрасен. В начале, в конце. В середине вдруг бах, драма. В минуэте, в третьей части, Бетховен, Моцарт поступает наоборот. Как раз первая и третья часть минуэта – это драма. Мир сразу показан ужасным. Мир показан сложным, болезненным для человека. А в серединке светлое пятно, окошко. Отдых от этих мучений, терзаний, от волнений мира. То есть контраст опять здесь возникает, краев в середине, но противоположный контраст. Драматичная первая и третья часть минуты и светлая
И не просто сюда, а сказал так, пасторальная середина. Мощный контраст. Напоминаю, традиционная форма трио из керца, которые вышли из потерь. Традиционная форма минуэтов из керца, которые вышли из минуэтов. Это сложное трехчастное трио. Вот, а теперь я вам сыграю самые гениальные темы. Перекратил ответ, что не приходится говорить по партитуре. Формально самый маленький, видите, сколько страниц? 1,5 страницы. А звучит он как первая часть. Итак. Это главное дело. Так вот же в начале. Синкопа, поэтому нет сильной доли, там, где мы ее ждем, уже не потанцуешь. И он так до конца и будет смещать сильную долю. Поэтому танцевать невозможно. Но самое главное, музыка мужественная, волевая, драматичная музыка. Это первая тема. Вторая тема. Спорить полифонии, причем полифонию имитационную, сложнейшую ученую полифонию в развлекательной музыке. Почему? Чтобы сделать развлекательно. И вот кульминация первой части, когда один голос на другой напал, кто молит о помощи, отчаянно одни люди, другие, третий, четвертый звучит. Драматичной музыки, вдруг серединка, трио. Повторяю, здесь музыка не просто лирическая, и даже не лирическая. Это музыка пасторальная. Ответ, господа, напомню. Пасторальной называют музыку, показывающую деревенскую жизнь, деревенскую природу, идиллическую. Лужки, коровки, овечки пасутся, пастухи на дудочках играют, ветерок шелестит листиками, ручей журчит в своем русле. Вот такую музыку он показывает. Возникает мощный контраст. Вот как вокруг, вот на самом деле, и вот как хотелось бы, чтобы было. Вот серединка. И еще, поскольку это австрийцы, Австрия горная страна, в отличие от восточной и южной Якутии, вот, то в австрийской музыке, деревенской, пасторальной, неважно, Гайд, Ли, Моцарт, Бетховен, очень много показано картин леса и гор. А там, где лес и горы, там охотники, только охотники леса и гор. Поэтому обязательно звуки рогов. Вот эти. Там родилось искусство горного тона, то есть на лесных рогах. Вот такая пасторальная серединка. Прозвучал и опять. Мужественный, героический, драматический минуэт. Это было неслыханно много.